Щедрый муж и праведная жена. Жил когда-то человек, богатый, ни в чем не нуждающийся, все у него было. И вот однажды пришел к нему нищий и сказал: «Ради Аллаха, отдай мне половину своего богатства». Этот человек ответил: «Ради Аллаха я отдаю тебе половину своего богатства». Через некоторое время пришел другой нищий к нему, сказав: «Ради Аллаха, отдай мне половину богатства твоего». Человек ответил: «Ради Аллаха я отдаю тебе половину своего богатства», и отдал ему часть богатства. Спустя некоторое время приходит третий нищий и просит: «Ради Аллаха, отдай мне свое богатство». Человек сказал: «Ради Аллаха я отдаю тебе оставшееся у меня богатство». И, отдав оставшуюся часть своего богатства, остался ни с чем. И вот к человеку является ангел в образе человека и говорит: «Аллах за твою щедрость ради него наградит тебя тем, чего ты пожелаешь сейчас из мирского для себя, любым богатством». Этот человек попросил ангела дать ему время на то, чтобы подумать, чего бы он пожелал себе. Ангел дал отсрочку. Человек немедля отправился к местному имаму. Навестив того, объяснив свою ситуацию, он попросил совета у имама. Имам задумался и сказал: «В этом случае я не могу тебе дать совет, но есть человек, живущий в горах, навести его, он наверняка сможет тебе помочь». Взбираясь на гору, этот человек дошел до того места, где жил тот, о ком говорил имам. Постучав в дверь, он застал хозяина дома с женой. Хозяин дома попросил гостя сесть за стол, а жену попросил принести им арбуз. Она молча отправилась. И пока жена ходила за арбузом, гость объяснял, зачем он пришел. И тут жена возвращается с арбузом и кладет его на стол. Но хозяин дома говорит ей: «Это плохой арбуз, иди принеси другой». Пока они обсуждали что да как, возвращается жена с арбузом и кладет его на стол. Муж говорит ей: «Это плохой арбуз, сходи принеси нам другой». Жена молча, не говоря ничего, пошла за другим арбузом. Гость закончил свой рассказ и попросил совета, чего бы ему попросить у Аллаха. И тут возвращается жена с арбузом. Хозяин дома посмотрел на гостя и спросил у него: «За то время, пока мы общались, изменилось ли что-нибудь в этом доме?» Гость сказал: «Нет». Хозяин продолжил: «Знает лишь один Аллах, да и мы с женой, что этот арбуз у нас один. Но я попросил ее трижды спуститься с горы в сарай и принести арбуз. Она трижды с одним арбузом, молча, не мешкая, не говоря мне ничего в ответ, спускалась с горы и поднималась с одним и тем же арбузом. Как ты думаешь, чего ты хочешь пожелать себе?» Гость ответил: «Праведную жену». Хозяин дома сказал: «Ты верно выбрал». После этого человек отправился обратно к ангелу и сказал ему: «Я хочу себе праведную жену». На что ангел ответил: «В этом мире есть всего 3 праведных девушки. Одна замужем за тем человеком, у которого ты гостил. Вторая выходит завтра замуж. Третья появится на свет через 10 лет. Какую из 2 ты хочешь? Ту, которая завтра выходит замуж, или ту, которая появится на свет через 10 лет?» Человек ответил: «Ту, которая завтра выходит замуж». Ангел сказал: «Хорошо, тогда мы отправимся завтра к ее отцу и попросим ее для тебя». На следующий день они отправились к отцу той девушки. Тот был знатным человеком. Его уважали и чтили за его строгий характер.
Отец девушки спросил: «Вы пришли ко мне с каким-то делом или с войной?» Ангел ответил: «Мы пришли к тебе с делом. Хотим попросить у тебя твою дочь для этого человека». Хозяин разозлился и накричал на них: «Вы пришли ко мне с войной! Вы что себе позволяете? Вы разве не знали, что моя дочь завтра выходит замуж? Я вас казню тут же!» Ангел, посмотрев на землю, увидел перед собой косточку от яблока. Подняв ее, он сказал отцу девушки: «Если я кину эту косточку на землю, и тут вырастет дерево, а на нем вырастут столько плодов, что заполнят весь твой двор, отдашь ли ты свою дочь?» Естественно, хозяин двора не знал, что перед ним стоит ангел в облике человека, и, усмехнувшись, сказал: «Хорошо, я отдам вам свою дочь, даю слово». Тут ангел кинул косточку, и выросло дерево. У дерева разрослись ветки по всему двору. На ветках выросли плоды так, что если сорвать один фрукт, на его месте сразу вырастал другой. Хозяин увидел это и сказал: «Я дал вам слово, забирайте ее. А с теми, с кем я договаривался ранее, я решу вопрос». И, зайдя к своей дочери, отец дал ей 7 золотых монет, сказав ей: «У твоего мужа слабое положение. Возьми эти 7 золотых монет. Вам хватит на некоторое время». Человек, взяв девушку себе в жены, отправился обратно. Спустя время жена говорит мужу: «Мой отец дал нам 7 золотых монет. Быть может, ты сходишь на рынок, купишь нам корову, чтобы мы могли питаться». Муж согласился, взял 7 золотых монет и отправился на рынок. На рынке, когда он покупал корову, местные заметили, что у него золотые монеты, и донесли это до царя, сказав, что не знает, откуда у него золотые монеты. Царь решил проследить за человеком лично. Следил он за ним с самого рынка. По пути домой человек, ведя корову, встретил другого человека с 2 козами. Тот обратился к нему со словами: «Ради Аллаха, обменяй корову на этих 2 коз. Мне очень нужна корова». Этот ответил: «Ради Аллаха, я меняю корову на 2 коз», и пошел дальше. Пройдя дальше, он встретил другого человека с тулупом. И тот обратился к нему со словами: «Ради Аллаха, поменяй этих коз на мой тулуп. Мне нечем питаться, дома семья». Этот сказал: «Ради Аллаха, я меняю этих 2 коз на твой тулуп». Пройдя еще дальше, он встретил другого человека с шапкой. И тот попросил: «Ради Аллаха, поменяй тулуп на эту шапку». Этот ответил: «Ради Аллаха, я меняю тулуп на шапку». А в это время царь, преследовавший его, все больше и больше удивлялся, думая про себя: «Вот дурак, обменял корову на коз, коз на тулуп, а тулуп на шапку». Пройдя дальше, человек увидел колодец. Подойдя к нему, чтобы попить воды, он нагнулся, и в это время шапка с головы упала в колодец. И тут царь вышел из-за стены и сказал человеку: «Ты что, дурак? Ты обменял корову на 2 коз, а коз на тулуп, а тулуп на шапку, а шапка вообще упала в колодец. Ты знаешь, что с тобой сделает жена, когда ты вернешься? Да она же тебя съест, в покое не оставит, проклинать же будет». Человек, взглянув на царя, сказал: «Жена мне ничего не скажет, мне незачем беспокоиться». Взглянув удивленно, царь сказал ему: «Хорошо, давай поспорим с тобой. Если тебе жена ничего не скажет дома, то я отдам тебе половину своего царства». Они договорились. Царь остался под окном слушать разговор этого человека со своей женой. Когда этот человек вошел в дом, жена спросила: «Ты вернулся?» Муж ответил: «Вернулся».
Жена спросила: купил корову? Муж ответил: да, купил, но по дороге я встретил человека, который ради Аллаха попросил обменять корову на 2 коз. Я обменял. Жена сказала: как хорошо, теперь у нас 2 козы будет, я буду их пасти. И муж продолжил: потом я встретил другого человека, который попросил обменять коз на тулуп. Жена отвечает: как хорошо, теперь у тебя будет что надеть зимой, а то я переживала, не знала, что ты будешь зимой носить. Муж сказал: затем я встретил другого человека, который попросил обменять тулуп на шапку. Жена ответила: как хорошо, теперь у тебя шапка будет. Муж говорит: затем я пошел попить воды из колодца, и эта шапка упала в колодец. И тут жена говорит мужу: о Аллах, как хорошо, что ты вернулся домой целый и невредимый. И обняла его. Царь сдержал свое слово, отдал половину царства своего. Вывод делайте сами, братья и сестры. Человек видит в чем-то другое счастье, а на самом деле счастье – это мир и любовь мужа и жены.